Ростислав Мырҙағолов Ради Хабировтың тыуған көнөнә арнап йыр яҙған. «Эхо Москвы» в Уфе и общественная организация «Берзямлек» представляют рубрику «Говорим по-башкирски». Вы слушаете «Уфимский разворот». Программу, в которой ваше мнение может быть услышано, голос учтен, а СМС-сообщения прочитаны в эфире нашей радиостанции. Слушайте «Уфимский разворот» по будням с 9 утра. Да не просто слушайте, участвуйте. Доброе утро. Доброе утро, друзья. Начинаем уфимский разворот. Мы Денис Ганиев. Лена Черкова, за режиссерским пультом Александр Егошин. Доброе утро, друзья. +7 927 304 1051. Наш традиционный номер для ваших смс-ок и сообщений в Телеграм. Кстати, Телеграм надо запустить, забыл я про него. Трансляции у нас на Ютубе, на Фейсбуке запущены. Нас там можно смотреть. Мы в прямом эфире, поэтому принимайте в нем участие. Не забывайте подписываться на канал, ставить колокольчики, лайки, поднимать пальцы вверх. Да, вот это вот все. Ну что, мы по старой схеме работаем, почитаем прессу, поголосуем, послушаем отрывок из программы «Персонально ваш». Вчера у нас в гостях был Азамат Галин. Сегодня у нас, кстати, Дмитрий Михаличенко после 3 часов в эфире, поэтому можете уже начинать присылать ему свои вопросы. Все, что у вас там коварненького хочется спросить, то давайте. Ну, во второй части программы мы сегодня поговорим сюрприз-сюрприз про поэзию. Сюрприз-сюрприз, ну, Всемирный день поэзии. Сегодня, да. Мы стихи читать, наверное. Будем. А может, и почитаем. Будем. Да, посмотрим, как пойдет. Да. Ну что, начнем с обзора прессы. Давай, Денис, жги. Ну и Башинформ. Материал не дадим делать из Инорса Бронкс. Хорошо. Я прям представил бочки, где греются ребята. Такие, знаешь, еще в джинсах, вот чтобы ширинки висели вот на коленях. Ради Хабиров говорит эту фразу. Сделать из Инорса Бронкс мы не дадим. В общем, суть такая, что повышенная преступность в этом микрорайоне Уфы, надо с этим как-то работать, мы уже об этом говорили, но тем не менее вот работы ведутся, планируется установить 600 камер наружного видеонаблюдения, мачты освещения по основным маршрутам, полиция получит помещение под новый опорный пункт и сможет увеличить количество патрулей, а также тревожные кнопки на все остановки общественного транспорта и продумать благоустройство, безопасность набережной озера Теплое. Короче, ну вот тема актуальна, наверное. Огонь. Но мы решили поставить на голосование сразу эту темку. Почему? Объясню. Вот я был недавно в Нижегородке, буквально 2 дня назад, и был в ДК. Вот если вам интересно, может быть, мы скинем в наш канал Телеграм это видео, не знаю, там прям вот ДК Нижегородки, крыльцо упирается в стену. В стену пивнушки. И вот там никаких пандусов, есть перила. Ничего, там бочком надо подниматься. Бочком, нет к нему асфальта, да, и люди очень бурно отреагировали на это. Вот я все-таки склонен думать, что увеличение криминальной обстановки это связано с тем, что у нас отсутствует культура. Если у нас культура начинается вот с такого, то неудивительно, что люди пьют, курят, ругаются матом и, в общем-то, совершают всякие поступки. Ну, давай спросим, наверное. Мы спросим? Друзья, вы как считаете, вот бороться с преступностью как правильнее? Вот этими камерами и фонарями? Или все-таки надо культурой заняться? 262-72-47, да? Камеры, фонари, тревожные кнопки. Полиция, патрули, в общем, да. Все это поможет сделать нам из Инорса не Бронкс, а уютный Манхэттен. 262-72-47. 262-72-48. Давайте-ка, ребят, сначала культурой займитесь, а потом уже поговорим там про камеры и про прочее. Голосование. Процесс пошел. Итак, как, на ваш взгляд, правильнее бороться с преступностью в Инорсе и других районах Уфы? Камерами, полицией, тревожными кнопками, фонарями в том числе, 262-72-47. То есть все то, о чем вот Ради Фаридович говорит, вот это все правильно. 262-72-47. 262-72-48 с культурой надо сначала разобраться, а потом уже, может быть, даже и с преступностью бороться не надо будет. 262-72-48. Вы продолжайте голосовать, мы пока продолжим читать прессу. Я обратила внимание на совершенно потрясающий материал на ПроУФУ. Он, конечно, федеральный, но, ребят, это бомба. Сотрудники ФСИН будут извиняться перед заключенными.
Федеральная служба исполнения наказаний подготовила поправки в приказ о кодексе этики и служебного проведения своих работников. Там прекрасно все. Ведомство собирается закрепить нормы, согласно которым сотрудники исправительных учреждений обязаны проявлять корректность, уважение, вежливость, внимательность по отношению к заключенным. Кроме того, они должны официально приносить извинения, если совершили противозаконные действия. Проявить корректность. Простите, пожалуйста, я вам нечаянно по почкам заехал дубинкой. Смех смехом, но, конечно, ситуация страшнейшая. И эту тему прям, неужели это не само собой разумеющийся факт? Представляю я эти извинения, конечно, очень-очень круто. Ну, серьезно, представляешь, так вот я вас нечаянно там избил. Извините, сломал ребро. Да, я вас там пытал часа 4. Простите, пожалуйста, неловко. Ну, вот эту тему, конечно, активно 2 дня обсуждают, в том числе наши коллеги федеральные. Прям, больной вопрос, конечно, да. Еще у меня есть на ПроУФУ материал. Власти Башкирии займутся внедрением здорового питания для населения. Просто догнать и внедрить. Это как? Накануне в республике прошел круглый стол. Во время встречи обсудили тему формирования у населения современного уровня знаний о рациональном и полноценном питании и ЗОЖ. А в Рио главы республики, кто же еще? Ради Хабиров отметил актуальность вопроса здорового питания населения. Рима Утяшева сообщила, что он поручил провести круглые столы для изучения ситуации по данному вопросу, изучить ситуацию и выработать приложение по совершенствованию системы обеспечения здорового питания населения. Зампред Госсобрания Рустам Ишмухаметов отметил, в свою очередь, что здоровое питание играет важную роль в жизни человека. Это абсолютно правда, кстати. Никогда такого не было, и вот опять. Кстати, шаги уже сделаны. Ранее были в некоторых школах, в таких, где вот могут себе позволить тратить, потому что здоровое питание-то недешево. Там прям вот, знаешь, колораж, баланс, белки, жиры, углеводы и так далее. Тема классная. Единственное, что думаю, что это все на разговорах. Тут вот пишут наши коллеги из ПроУФУ, что после проведенного исследования, кто проводил у кого и среди кого, удалось выяснить, что население потребляет мало белка и много сахара. Также был замечен недостаток в рационе овощей и фруктов. Хочется прям, не знаю, пригласить кого-нибудь из Курултая в магазин. Вот прям пройдемте, пожалуйста, давайте посмотрим, сколько все это стоит. Да, в магазин и в школу желательно. И там посмотреть, сколько белка в котлете из хлеба, хвостов и ушей. Друзья, подожди, я напомню номера телефонов. Мы спрашиваем у вас, как, на ваш взгляд, нужно бороться с преступностью в Уфе. 262-72-47. Если такими способами, какие предложил Ради Хабиров, камеры, полиция, тревожные кнопки, фонари в неосвещенных местах, 262-72-47. 262-72-48. Давайте-ка сначала займемся культурой, а потом уже подумаем о том, как бороться с преступностью, может быть, даже и не стоит уже. Я просто недавно был в одном городе, не буду называть его название, с которым мы периодически соревнуемся постоянно. Он находится в той республике, с которой мы постоянно соревнуемся. Никто не понял. Да, и на остановке стоял молодой человек, который грыз семечки, лузгал и так, выплевывал гордо их на поверхность земли, да. И к нему подошел такой молодой достаточно мужчина и сказал, что, ты что вообще? Что вы ты не он прав. так, знаешь, сказал, что вы делаете. Ладно, дальше пошли. У меня от Башинформа снова новость. В Башкирии величина прожиточного минимума в 4-м квартале составит 8700. Ура! 784 фанфары нужны, фанфары. 4 рубля. Супер. Слушай, откуда берутся эти цифры? Не знаю. Вот 4 рубля мне особенно нравится. Бог с ним, с 4 рублями. Сколько стоит квартплата за квартиру в среднем? 1003, наверное, за однушку минимум, да? Не знаю. А дальше как? Вот все. Вот 5 осталась, нужно одеться, обуться, ребенка в школу собрать. Не одевайся. Не обувайся. Не обувайся. Неплохо. Как в нашей Раше. Помнишь, честный гаишник был? Пакет надел на ногу и пошел. Не знаю, ребят, вот это, конечно, мне кажется, катастрофично. Просто 8 тысяч еще раз? 8784 рубля. Отличная сумма. Медиакурсеть. В Башкирии по вине властей семья с ребенком-инвалидом ютится в бараке. Семья Закитовых вынуждена ютиться в 2-комнатной квартире в аварийном бараке вместе с родителями и другими членами своей семьи. Ребенок у них 4-летняя девочка, она страдает тяжелой формой хронического заболевания, у нее органическое заболевание головного мозга, оно возникло в связи с недоношенностью. Семья до рождения ребенка жила со своими родителями. После того, как ребенок родился и стало понятно, что мама вынуждена теперь постоянно проводить время с дочкой из-за ее состояния, да, отец работает один, сами они купить себе квартиру, к сожалению, не могут.
По закону, в принципе, им положена поддержка государства, потому что собственного жилья у них нет. У них уже родился второй ребенок, то есть у них 2 детей, 4 человека в общей сложности, плюс и родители, вместе все они проживают. Но, естественно, чтобы что-то там получить, у нас надо много кругов ада пройти. Пока никаких результатов нет. Обращалась эта семья и в прокуратуру. Прокуратура встала, кстати, как пишут наши коллеги из Медиакор-сети, на сторону семьи, потребовала, чтобы их обеспечили жильем, но вот пока, к сожалению, ничего не произошло. Есть у тебя еще что-нибудь? Ну, есть, конечно же, новость, которая вчера по всем социальным сетям погуляла. Надо было с нее начинать, наверное, тем не менее, да, 55 лет в Рио главы республики Ради Фаридовичу Хабирову. Ради ягодка опять. Мы поздравляем с наступившим. Ну и огромное количество поздравлений вчера было, и песню, которую записали вчера мы ее включали. Все насладились, да. Вот Муртаза Губайдулович Рахимов поздравил Ради Фаридовича, но меня больше ситуация, в общем-то, удивила следующее. В социальных сетях огромное количество медийных лиц, но прям посчитало своим долгом записать поздравления, выложить на своей странице, отметить главу, в Рио главы. Вот я думаю, что это? Это действительно завоеванное уже уважение и любовь людей, или это попытка вот каждого попиариться за счет... Я думаю, это работа на перспективу, знаешь. Ну, да ладно, но неужели... я не думаю, что миллион в своем графике миллион поздравлений. Может быть, кто-то, конечно, от чистого сердца записывает, поздравляет. Знаешь, как там я иногда сижу, думаю, так, вот сегодня у моего любимого, там, не знаю, Валерки Пелого день рождения, надо-ка, наверное, сказать что-нибудь хорошее про него. Говорю от всего сердца, от любви моей. Это круто, если это так. Но в большинстве случаев, мне кажется, что это вот какое-то желание людей просто проявиться... На фоне событий. Мы, конечно, присоединяемся, поздравляем, успехов. На самом деле, есть на Башинформе достаточно большой материал. Коллеги заверстали так красиво, там прям с клипами, там не только клип, кстати, Ростислава Мурзагулова, там есть еще песня, посвященная Радию Хабирову. Да, брат приехал из Москвы. В общем, на Башинформе, я думаю, что стоит посмотреть, там песни, пляски, танцы, там поздравляют МЧСники, поздравляет служба гражданской защиты, пожарные, полиция, в общем, все поздравляют нашего временно исполняющего. Ну что, мы будем заканчивать обзор прессы, и нужно подвести итоги нашего голосования. 73% слушателей «Эхо Москвы» все-таки считают, что бороться с преступностью надо так, как хочет бороться с преступностью Ради Хабиров. 73. 27% считают, что сначала надо заняться культурой. Ну что, друзья, мы сейчас предлагаем вам послушать отрывок из вчерашней программы «Персонально ваш». Я напомню, что у нас был в гостях общественный деятель и предприниматель Азамат Галин. В Сибае ситуацию слышали? Да, получил мукой по шее. Мукой получил от неких активистов местных или от кого, это еще вопрос, на эту тему можно порассуждать. Дальше произошла публичная довольно резкая реакция Радия Хабирова на утренней понедельничной оперативке. Дальше заявление самого Исаева о том, что он теперь вынужден так или иначе участвовать в выборном процессе Башкирии, возможно, даже в виде кандидата. И здесь вот хочется разобрать этот весь момент. Прежде всего, конечно, меня интересует сам факт такой болезненной реакции со стороны Радия Хабирова, которая мне лично напомнила реакцию, часто была распространена у нас в нулевые годы в стиле Суркова, Рамзана Кадырова. Я не знаю, болезненная она была или нет. Его высказывание я прочитал в СМИ. Он процитировал Путина. Гриппозные носы, но свои сопливые носы суете. Цитата по Путину. Если не ошибаюсь, Путин это применил в отношении людей, которые некогда состояли в системе и потом, уходя из системы, устраивают различного рода провокации. Если я не ошибаюсь, это так было. То, что касается непосредственно вот этого инцидента в Сибае, я бы на него даже внимания не обратил, если бы не вот эта ситуация с мукой. И я начал собирать информацию. В Сибае до Исаева и во время там пребывания Исаева находится столько людей. Один только Исаев был удостоен чести быть обсыпанным мукой. Находятся приезжие в том числе? Да, там очень много людей, на самом деле. Те же самые навальнята практически безвыездно сидят. Путылицын постоянно из Сибая какие-то трансляции ведет. Ко всем относятся, как сказать, спокойно. А тут приезжает какой-то человек, в Сибае его однозначно и точно никто не знает. Зрители федеральных каналов могут знать, он частенько экспертом у Шейнина на Первом канале. Не проводил опрос, не знаю его там степень, процента его узнаваемости для нашего электората, да, для нашей башкирской глубинки. И происходит некая такая ситуация. Для меня, что случилось? Город с такими непростыми башкирскими традициями, где есть определенное отношение к продуктам питания, очень серьезное. Мука — это же продукт питания. Меня вызвало определенный... У
нас говорили «Аллах башмагур». Бог накажет. И, понимаешь, это оно сидит в каждом из нас. И такое-то бережное отношение к продуктам питания. Если бы даже обсыпали, кинули бы продуктом питания, то даже бы яйцом не бросили, но, может быть, водой бы облили. И вот это у меня вызвало некое... Не наша эта традиция. Наши ребята могут по морде дать. Это для нас понятно. Это наша традиция. И если бы дали чисто по-башкирски, мог бы и не встать, наверное. И поэтому это не наше. Это как будто вот инсценировка какая-то. И когда я начал собирать информацию, мои предположения, они нашли некое подтверждение, что организовано-то это все самим этим приезжим человеком. Если уж ты организовываешь, то, пожалуйста, ты немножко традиции-то местные поизучай, пойми отношения людей, как они к продуктам питания относятся. В нашей памяти живы рассказы наших бабушек, которые голод пережили. Это же трагедия. И, в общем, отношение к продуктам питания своеобразное. Некая такая священность присутствует определенная к продуктам питания. Поэтому, когда вот эта история произошла, я начал вот эту вот информацию собирать. Мне говорят, ну, ты знаешь, есть информация о том, что, возможно, это он сам все организовал. То есть для того, чтобы именно вот как хайпануть. Приехал бы он, не получил бы по щам. И кто бы его заметил? А зачем Хабиров подыгрывает тогда его провокации? Так называемые? Понимаешь, здесь, наверное, я не знаю, почему Хабиров это все высказал. Хабиров, возможно, знает то, чего мы не знаем. Ему могли сказать, а это вот там Вася Пупкин конкретно получил 10 рублей за то, чтобы дать ему мешком с мукой по голове, грубо говоря. Прекрасно. Да? Надо промолчать и забыть, и все разошлись. Ну, не знаю. Тут же, наверное, присутствует определенный такой элемент, когда, насколько я понимаю, это человек сам из системы. Сам был в «Единой России» и так далее, со всеми вытекающими. Готовится альтернативный, в кавычках, кандидат на выборах? Я не думаю, что готовится какая-то альтернативная кандидатура. Просто человек приехал в Сибай и конкретно приехал для того, чтобы хайпануть. Хайпанул, он фигурирует теперь на всех заголовках. То есть цель достигнута. Вот и все. Это был фрагмент программы «Персонально ваш». Напомню, что в гостях у нас вчера был Азамат Галин. Сегодня у нас после 15 часов в эфире Дмитрий Михайличенко, политолог, поэтому вы можете ему свои вопросы начинать уже присылать. А эфир с Азаматом Галиным, как обычно, как и все другие наши эфиры, вы можете смотреть еще раз на нашем сайте hmskaufa.ru в разделе «Программы», на нашем канале в Ютубе, в группе в Facebook. Сейчас мы поменяем тему и поголосуем. Слушайте, но еще одна новость, просто из разряда огонь и бомба. Это новость на Уфа-1. Наши коллеги написали вчера о том, что следователи из Башкирии просят скинуться на памятник святому покровителю. Подожди, давай не просят, да? Ну так. Ну так. Ну, чуть-чуть просят, немножко. Всего нужно собрать... Правильная оговорка такая, знаешь. Собрать нужно 13 миллионов рублей. Речь идет о том, что возле здания Следственного комитета в Москве, возле главного парадного входа, планируют установить скульптуру духовному покровителю Следственного комитета, архистратигу Божьему Михаилу. Из этой новости я вчера для себя узнала, что у Следственного комитета есть духовный покровитель. Так. И зовут его архистратиг Божий Михаил. В общем, следком республики пришел документ, его, собственно, направили руководителям из Москвы. В документе сказано, что руководители следственных отделов и отделов аппарата Следственного управления необходимо в срок не позднее 25 марта 2019 года, то есть вот уже прям вот-вот-вот, да, буквально, обеспечить представление в финансово-экономический отдел оформленных сотрудников, заявление в соответствии с приложенным образцом, рекомендуемый размер пожертвования 1,5% от месячного заработка. То есть, перевожу на русский, 1,5% от своей зарплаты каждый сотрудник Следственного комитета должен будет направить в следком Москвы, чтобы поставить памятник. 3 метра будет высота этой скульптуры. Угу. Ну, знаешь, мы же любим все такое, размах. Конечно. Да. На Уфа-1 есть даже фотография того, как это будет выглядеть. Очень, кстати, красиво. Ну вот со змеем, да? Со змеем, да. Угу. Друзья, хотим у вас мы спросить. У меня почему-то куда-то делась голосовалка. Зачем она так сделана? А мы хотим у вас спросить мы у вас очень хотим спросить, как вам вообще такая идея? Нравится ли вам такая идея? Что вы можете по этому поводу сказать? 262-72-47. Но вы как вообще считаете, это нормально, когда у силовиков вдруг
появляются святые покровители, и на памятник им заставляют скидываться. Да. Нормально 262, 72, 47. Это нормально. Что такого? У нас как бы религия неотрывна от государства, ничего страшного в этом нет. Может быть, не знаю, там что-то помолясь, будет дела лучше расследовать. 262, 72, 47. 262, 72, 48. Это бред средневековья. Господи, ну что происходит в нашей стране? 262, 72, 48. Саша, запускай. Голосование. Процесс пошел. Итак, 262, 72, 47. Вы не видите ничего страшного в том, что возле Следственного комитета появится 3-метровая статуя святого покровителя Следственного комитета. Архистратик Михаил его зовут. Нормально это все. У нас такое достаточно духовное, да, все-таки государство, хотя мы говорим постоянно, что оно у нас не духовное, светское. Все-таки это в порядке вещей, потому что у нас религия всегда неотрывна от нас, от жизни, и, в общем-то, ну, а что такого, да? Нормально. Ну, либо нет, ничего подобного. У меня, кстати, вопрос сразу возник. А как будет какой-то день в месяце, когда со всей России будут туда съезжаться? Как вот скинулись все? 262, 72, 48, если считать, что эта идея ужасна. Скинулись все? Да. А стоит в Москве? Да. На день следствия все едут в Москву, со всех, знаешь, делегаций от каждого следственного комитета регионального, выбираются самые лучшие следователи, едут в Москву и совершают молебен. Я думаю, у нас сейчас кто-нибудь просто, знаешь, привлечет с тобой. Подожди, ну тогда, мы как бы нормально, но тогда несправедливо по отношению к другим регионам, к другим вероисповеданиям. Ну, погоди, сейчас один установит, потом другой опять. Да не, мне на самом деле кажется, ничего такого страшного-то в этом нет, но это прикольно. Ну, как минимум, это прикольно с архитектурной точки зрения, да, красивая будет статуя стоять возле следкома. Может, реально кому-то это будет помогать, там просто, знаешь, когда что-то плохое, ты идешь там, короче, посидишь. 450 рублей с человека получается, если зарплата примерно 30 тысяч. Ну, возможно, да. 262, 72, 47. Вам ничего такого страшного в этой идее вы не находите. Нормальная идея, вам даже нравится. 262, 72, 48. Вам эта идея не нравится, это бред средневековья. Мы сейчас уходим на новости, после вернемся и подведем итоги. Семь 7:30 в Москве. В студии Александр Климов. Новости. Власти Новой Зеландии ввели запрет на полуавтоматическое боевое оружие и штурмовые винтовки на территории страны. Правительство решило изменить законодательство после бойни в Крайстчерче. В минувшую пятницу в 2 мечетях городка 28-летний австралиец Брентон Тарант открыл стрельбу по молящимся. Погибли 50 человек, еще столько же пострадали. Власти расследуют эту трагедию как теракт. В Италии водитель, выходец из Сенегала, поджег школьный автобус. В салоне находился 51 ребенок. По свидетельству очевидцев, водитель кричал, что хочет остановить гибель мигрантов в Средиземном море и что никто в автобусе не выживет. Как передает АНСА, детей спасли полицейские, водитель задержан. Проверяется его возможная связь с террористическими организациями. Злоумышленник получил гражданство Италии в 2004 году и с тех пор несколько раз привлекался к ответственности за незначительные правонарушения. Боинг отложил на 3 месяца беспилотный запуск корабля CST-100 Starliner к МКС. По сведениям Рейтер, на такой же срок сдвинутый пуск корабля с экипажем. Причины не уточняются. Пока к МКС из пилотируемых кораблей летают только российские союзы, в США помимо Боинга разработкой новых космических кораблей занимается компания SpaceX. Ее корабль Crew Dragon успешно слетал к МКС в беспилотном тестовом режиме в начале марта. В Москве в Большом зале Дома кино сегодня простятся с режиссером Марленом Хуциевым. Похоронят его предположительно на Новодевичьем кладбище. Хуциев обладал огромным количеством знаний и способностей, за которые его признали великим. Так считает народный артист РСФСР Андрей Мягков. Великий режиссер,
великий человек, эпоха. Человек, на которого надо было равняться. Человек-энциклопедия, человек-кладезь таланта, обаяния, ума. Это невосполнимая потеря. Прощание с кинорежиссером начнется в 11 часов. В Москве сейчас около нуля, днем от 3 до 5 градусов тепла, небольшие осадки. Александр Климов, служба информации «Эхо Москвы». 3, 2, 1... Реклама. В новом умном доме на Злобина все квартиры с дизайнерской чистовой отделкой. Записывайтесь на экскурсию в презентационную квартиру по телефону 200 80 10. Застройщик ИСК «Стройфедерация». Проектная декларация на сайте стройфед.ру. Грузоперевозки от 450 рублей за час. Такси 900. От стандартных «Газелей» до пятитонников 2 900 900. В пятницу 22 марта в гостях у «Эхо Москвы» директор премьер БКС в Уфе Вадим Балтыров. Поговорим о персонально-финансовом плане и паевых инвестиционных фондах. Слушайте эфир в пятницу в 8:45. Телефон рекламной службы «Эхо Москвы» в Уфе 216 35 99. Будет реклама, будет и эхо. На то мы и партнеры. На «Эхе» в Уфе новости. У микрофона Елена Черкова. Здравствуйте. Исполняющий обязанности министра здравоохранения Максим Забелин заявил, что в республике до сих пор не решена проблема с отсутствием препарата атазонавир. С лета 2018 года на это жалуются ВИЧ-инфицированные жители Башкирии. Забелин вчера в эфире «Эхо» рассказал, что этот препарат поставляется в регионы федеральным центром. В этом году Минздрав Башкирии подал заявку на получение лекарства и пока ожидает поставок. Сейчас же проблема с тем, что препаратов, необходимых для людей с ВИЧ-инфекцией, дозировки в республике нет, пока не решена. О том, что жители Башкирии не получают атазонавир, «Эху» еще в декабре рассказывали активисты организации «Пациентский контроль». По данным организации, на тот момент как минимум 10 человек в Башкирии не получали этот препарат. В больницах им предлагали альтернативу, однако из-за сильных побочных эффектов принимать другие лекарства пациенты не могли. Руководитель Минздрава также заявил, что не слышал об отказах в диагностике и тестировании, на которые жаловались жители региона с ВИЧ-инфекцией. Сотрудница регионального управления федерального казначейства Зиля Галимова заявила, что мэрия Уфы необоснованно включала в программу дома, которые должны были расселять застройщики, уже с 2008 года. Вчера Галимова была допрошена на суде по делу Александра Филиппова и Марата Гореева. Как сообщает «Коммерсант», Зиля Галимова в 2017 году руководила проверкой исполнения программы расселения ветхого и аварийного жилья. Тогда казначейство выявило нарушение и оценило ущерб Фонду содействия реформированию ЖКХ, который финансировал программу, в 501 миллион рублей. Позднее эти деньги были возвращены в фонд. Виновными в нарушениях казначейство тогда назвало Филиппова и Гореева, хотя по результатам проверки выходит, что две программы расселения жилья накладывались еще до того, как бывшие чиновники заняли свои посты в мэрии. На вопрос защиты, нес ли ответственность за реализацию программ бывший мэр Уфы Ирик Елалов, свидетель ответила утвердительно. Салават Юлаев победил екатеринбургский автомобилист в 4-м матче полуфинала Восточной конференции. Игра прошла вчера в Уфе и завершилась со счетом 4-2. Юлаевцы ведут в серии со счетом 3-1. Следующую игру команды проведут в Екатеринбурге в пятницу 22 марта. В случае победы уфимская команда выходит в финал конференции. И в завершении выпуска о погоде. В Уфе сейчас солнечно и -4, ветер южный до 1 метра в секунду. Днем переменная облачность и до +4. Елена Черкова, служба информации «Эхо Москвы» в Уфе. Радиостанция «Эхо Москвы» в Уфе представляет «Уфимский разворот». Программу, в которой ваше мнение может быть услышано, голос учтен, а СМС-сообщение прочитано в прямом эфире. Слушайте «Уфимский разворот» по будням с 9 утра. Да не просто слушайте, участвуйте.
уфимский разворот. Денис Ганиев, Елена Черкова. +7 927 304 1051. Номер для ваших смс-сообщений. Мы до перерыва на новости у вас спросили, как вам инициатива поставить возле здания Следственного комитета России памятник святому покровителю Следственного комитета. Все шире и шире, когда чем дальше ты читаешь. Прекрати меня смешить. Святому покровителю Следственного комитета России, архистратигу Михаилу. Блин, мне так нравится. Архистратиг Михаил. Классно. 262-247. Вам эта идея нравится? Вы не видите в этом ничего страшного? Возможно, даже действительно это кому-то поможет, не знаю, там, духовно укрепит Следственный комитет. 262-82-48. Вам эта идея не нравится? Вам кажется, что это просто мракобесие, средневековье и вообще, что происходит у нас в стране? Останавливаем голосование. Да, конечно. Ну как там? Слушай, 88% считают, что это фиговая идея, честно говоря. Да? Я думаю, как-то все-таки у нас побольше будет тех, кому эта идея понравилась. Кому-то нравится, да? Как и мне. А тем не менее, понравилось это только 12%. То есть ты бы тоже скинула, да, 1,5% своей зарплаты поддержать эту идею? Не, я бы не скинула. Но знаешь, как ребенок, который вырос в семье силовиков, я все-таки считаю, что чё бы нет. Почему бы и нет, да? Ну да. Ну ладно, давай идем дальше, да? От Следственного комитета перейдем к поэзии. К прекрасному. У нас в гостях Илья Боровский. Сейчас я буду зачитывать все ваши, Илья, регалии. Дипломант поэтического конкурса Грушинского фестиваля, победитель международного поэтического конкурса «Мгинские мосты», лауреат республиканского поэтического конкурса «Жемчужина Урала» и автор проекта «Поэтический трамвай». Доброе утро. Доброе утро. Но это не все регалии. Если бы вы перечисляли все, то у нас бы не состоялся эфир. А вы скромный, Илья. Слушайте, но сегодня Всемирный день поэзии. Поздравляем. Правильно, да? Все да. правильно. Ура. Мы вас поздравляем в вашем лице. Я думаю, все можем друг друга с этим поздравить, что есть такие дни. Да, нет, мы поздравим всех, кто причастен к этому прекрасному, вообще к прекрасному. Слушайте, давайте, наверное, немножко для начала поясним вот про проект ваш «Поэтический трамвай», раз уж вы его автор. Что это такое за... Что это за трамвай такой? Эту идею я подглядел в славном городе Екатеринбурге. Услышал, что ходит такой поэтический трамвай, где ездят музыканты в нем, поэты. Я подумал, почему бы не сделать это в Уфе? Тем более, что у нас электротранспорт достаточно развит. И мы тут и популяризируем две штуки. И, собственно говоря, трамваи и поэзию. Угу. И вот я собрал лучших музыкантов, поэтов, и мы решили провести уже... Проводим 3-й или, по-моему, 4-й год этот фестиваль на открытом пространстве. Слушайте, единственная передвижная сцена в городе Уфе. Как это вообще было? Это прям реально действующий трамвай, настоящий. Это действующий трамвай, ездящий по маршруту. Ездящий по маршруту. маршруту. То есть вы пришли в МОЭТ и говорите, ребят, хочу вот так сделать. Да, они очень оценили эту идею, и очень понравилось, вы знаете. И по всей России это достаточно прогремело, даже федеральные каналы показывали. Угу. А в этом году проводится? В этом году, да, я планирую провести и посвятить это столетию республику. Угу. Прекрасно. Но меня вообще беспокоит поэзия. Я поклонник поэзии, скажу честно, беспокоит ситуация вокруг нее. Что сейчас вообще с поэзией? Потому что в моем детстве поэты, стихи — это вот то, что было на каждом шагу. Пушкин наше все, да. Помните вот эти праздники любые, выходила женщина в красивом длинном вечернем платье с папкой и там читала стихи. Понедельник на дворе, стало классно детворе, и так далее. Что сейчас? Почему этого нет? Я думаю, если бы мы сейчас сидели во времена Пушкина, можно было задавать тот же самый вопрос, что сейчас с поэзией. Я думаю, и в то время этот вопрос интересовал современников. Я думаю, ничего не поменялось. Поэзия, она как была 1000 лет назад, так и живет сейчас. И Коран, и Библия, и Тора — это все наш человеческий поэтический опыт. Наша задача современных уже людей просто этот поэтический импульс разглядеть. Но я вспоминаю времена про Есенина, по фильмам, конечно, по книгам, когда собирались люди, огромные залы, чтобы послушать, там Мандельштама, Маяковского, Есенина, как они там дрались, Маяковский с Есениным, по-моему, у них вот это вот один за коммунизм, второй за деревню, в общем, там какие-то... А сейчас есть ли такое? Есть ли какие-то... И сейчас есть такое, например, если мы говорим о Москве, то там культура поэтическая совершенно на другом уровне. То есть я выступал там в залах, там и по 300, по 500 человек до сих пор собирается. И это воспринимается на ура. Слушайте, а кто приходит? Это молодежь или это взрослые? Вы знаете, и молодежь, и взрослые. То есть, кстати, молодежи в наше время даже больше. Вот какое-то время приходила в основном пожилая аудитория. Зритель пожилой. Да.
Сейчас очень много стало так называемых поэтических слэмов, да, если мы говорим о поэзии. Не знаю, насколько... Я только про батл слышу. Слэм — это драка. Ну, батл и поэтический слэм — это одно и то же, да. Ага. Какое отношение это имеет к поэзии, где встречаются авторы, и насколько он успешно вот это сдекламирует, да, свое произведение, настолько высоко его оценят. Я слышал, что вполне таки достойные авторы не получали там высокой оценки. Хотя именно они были поэты. Потому что не могут подать правильно текст. Не могут правильно подать, не могут донести ее до аудитории. Потому что сейчас у нас общество такое, да, распиарено там и социальными сетями, что ты должен себя как-то подать. Не просто что-то написать, а именно как ты выступишь. То есть люди сейчас больше смотрят, да, все же, нежели читают, вчитываются. Да. Ну, всегда, по-моему, такой был Маяковский, да, с той же желтой занавеской, там, с желтыми рубашками потом. Тоже же как-то надо было выпендриться, вот и выходил. Если взять таких современных популярных авторов, таких как Вера Полоскова, Астахова, это тоже своего рода поэтический театр, да? Если их читать, их тексты, очень они тяжело, трудно удобоваримые. Да, именно в читаемом варианте. Если они неотделимы от автора, вот если убрать автора, не знаю, останется ли это в веках, большой вопрос. Вопрос тогда еще с подковыкой. Раньше на всех прилавках книжных магазинов можно было найти сборники стихов, там авторские, просто совместные, да, сейчас я очень давно не видел на прилавках, вообще книжных магазинов давно не видел, честно скажу, но когда я их вижу, там я не видел стихов вообще. Да почему? Ладно. Есть, да? Конечно. Да, очень большой выбор стихов, я скажу, ну, если раньше это была политика государства в плане поэзии, активно государство участвовало в пропаганде, популяризации поэзии, то сейчас это скорее книжный бизнес. И насколько выгодно продавать поэзию, это большой вопрос. Да, будут ли брать тебя книжные магазины в свою ротацию? И сейчас очень много говорят, знаете, о смерти книги. Вот как появились газеты еще в конце 19 века, говорили уже, вот книга скоро умрет. Я думаю, вот книга все больше превращается в такой элитарный товар, что это становится... То есть целевая аудитория просто изменилась. Если раньше это был широкий круг населения, то сейчас это элита. И я думаю, через 100 лет будут разговоры вестись о смерти книги, и она по-прежнему будет жить. И нас всех еще переживет. Просто еще другой вопрос в том, что книги себе мало кто сейчас позволит может. Вы вообще видели, сколько они стоят, да? Начнем с этого. То есть какой-нибудь там маленький томик, какой-нибудь Джейн Остин в мягком переплете, там, в среднем рублей 400 стоит. Но все равно любой уважающийся автор по-прежнему мечтает издать сборник стихов. Слушайте, Илья, вот у нас, знаете, постоянно литературу делят на какие-то периоды, да, там, древняя литература, там, золотой век литературы, серебряный, там, постмодернизм. Сейчас какой век у литературы? Я думаю, сейчас мы опять вернулись в 20-е годы 20 века. Вот в то время была очень популярная поэзия, вот вы сказали про Маяковского, такая архаичная, витиеватая, со множеством слов и символов. Но это не помешало тому же Маяковскому стать знаменитым поэтом и остаться в веках. В то время он тоже воспринимался очень тяжело. Ну, а есть что-то вот из своего, что мы сейчас могли так, какой-то отрывочек послушать, чтобы понимать? Собственно, да, сочинение? Ну, хотелось бы. Прочтите. Но я этот посыл ко всем слушателям, я думаю, что надо всегда уметь ждать, и слава, я думаю, тебя найдет при правильном усердии и старании. И стихотворение называется «Умение ждать». Нет цветка, есть цветение, нет реки, есть течение, резкий взлет и падение на холодную гладь. Пролетают мгновения, словно стаи осенние, в них спасает не рвение, а умение ждать. Каково? Хорошо. Скажи. Хорошо. Слушай, давно у нас такого не было. И я думаю, вот, сейчас очень часто поэт воспринимается как, знаете, как собиратель марок, филателист какой-то. Я думаю, к этому надо все-таки относиться, если ты считаешь себя, называешь поэтом, как профессией. Другое дело, что к любой профессии нужно относиться хорошо, полностью отдаваться ей, и потом уже надеяться, что к тебе не зайдет так называемое вдохновение. Хотя, что такое вдохновение, я думаю, по-настоящему не сможет объяснить никто. Ну, то есть, все-таки писать стихи — это труд, это ремесло. Это не ремесло, это, я говорю, это профессия.
Вот хочется еще, знаете, такую тему затронуть, раз уж мы тут начали про наших классиков, да, всегда это было в поэзии, всегда отражалось происходящее, да, вокруг нас. Есть у нас в поэзии сейчас отражение, там, скажем, процессов политических, не знаю, в стране, в Башкирии? Это процессы политические очень были популярны вот в начале 2000-х, отражались поэтами. Сейчас мы опять возвращаемся к тому, что поэты все больше отражают свой мир, свое восприятие мира вот, по процессам, которые происходят вокруг, к современным каким-то течениям, к соцсетям и так далее. Ну вот стишки-пирожки, да? Ой, прекрасно. Что там вообще. еще какие-то есть стишки? Ну, то есть гениальные вещи, я пробовал, не получалось. Очень много про Илью там, кстати. Я знаю, вы любите эти стихи. Да я бы мог процитировать, но... Но нельзя. Да, жалко. Слушай, но я не об этом. Мне очень нравится, знаете, по-моему, как раз тоже то ли про Олега, то ли про Илью, что иду красивой к алтарю, а папа мне кричит: Олег, ну не позорь семью, да? Не об этом, смотри, а вот рэп. Это поэзия? Да, нет ли такого, что вот сейчас молодежь просто другим, накладывая на музыку, рифму, другим способом выражает это все? Или это не стихи все-таки, это не поэзия чисто? Вы знаете, да, поэзия, я думаю, считаю, и музыка, и живопись — это все элементы поэзии. Другое дело, да. Вот урок — это поэзия. Ну, есть поэзия. Конечно, есть. На мой взгляд, мое личное, да, субъективное мнение, такое эмоциональное. То, что, например, Александр Васильев, автор группы «Сплин», прекрасный поэт. Если его не слушать песни и читать его стихи, это просто... Диана Арбенина — прекрасный поэт. Если мы заговорили о рэпе, Баста, он как поэт замечательный, но вот у него подача рэперская. Ну вот все-таки, например, я такая-то больше политическая хочу затронуть. Вот тот же Кровосток, например, да, тот же Хаски, тот же Оксимирон. Они же все равно говорят о том, что происходит именно на политической арене. То есть так или иначе, там, завуалировано, может быть, да. То есть это все еще остается. Ну, на мой взгляд личный, что поэт не должен себя подбивать под аудиторию. Аудитория должна формироваться вокруг поэта, и если он спускается, говорит языком, который доступен этой аудитории, то это уже больше шоу-бизнес, чем поэзия. Ну, то есть это в педагогике есть понятие дешевый авторитет. Это когда ты вот пряники даешь, не ругаешь, когда нужно. То есть рэпер — это такой дешевый авторитет? Нет, так же, как Сергей Шнуров. Наверное, не все. Он говорит языком... Шнуров, кстати, вот да, тоже. Он же ведь тоже, по сути... У него есть замечательные вещи, но почему-то он их не декламирует. Он именно декламирует вещи, которые воспринимаются публикой, которые производят фурор. Ну, а вот поэт Илья Боровский, что беспокоит тебя как поэта, да, то есть о чем пишешь ты, чтобы наши зрители, наши слушатели сейчас могли зайти где-то посмотреть, ознакомиться, потому как, я давно не встречался с поэтом, честно. С одной стороны, меня беспокоит тоже, что и всех людей на протяжении веков любовь, отношения между людьми, какие-то чувства. С другой стороны, меня беспокоит, к политике я спокойно отношусь и постараюсь не писать. Не потому, что мне неинтересно это, а потому что я чувствую, что я не смогу, не хочу показаться псевдопатриотом, чтобы писать, да, красиво про патриотизм, не хочу показаться псевдополитическим поэтом, чтобы опять что-то говорить, да, о современном политическом процессе, но делать это плохо. Поэтому я пишу о том, что у меня получается. То есть больше любовь, личное что-то, да? И если вот у меня телевизионная рубрика была «Народный поэт», да, называлась, на одном из республиканских телеканалов. И там я говорил о политических, о каких-то социальных вещах. И делал это в сатирической форме. Ну а вот знаешь ли ты каких-то местных поэтов? Вот я, например, Антона Лебедева очень люблю читать, если вы не знакомы, бывший об Илье Боровском слышал. Об Илье Боровском слышал. Это вообще мой любимый поэт. Ну, например, поэта Айдара Хусейнова я считаю чуть ли не своим учителем. То есть он как-то повлиял на мой приход в уфимскую поэзию, в республиканскую. Я просто почему спрашиваю, чтобы люди, которые нас сейчас слушают, может быть, взяли свои мобильные, загуглили, да, и нашли для себя. Потому что, например, чего греха таить, Эдуард Асадов, вот я сколько людей знаю, таких людей, которые вот там с образованием, да, и они все знают Асадова. То есть вот прям большинство из них даже не Пушкин, не там кто-либо другой, не могу сказать. Хотя в свое время его долго не брали в союз писателей, как, собственно, и считали чуть ли не графоманом. Вот я говорю, время всегда все расставляет на свои места. Что ждет поэзию ближайшее? Вот на твой взгляд, давай уфимскую, не будем далеко ходить. Почему же? Можно и далеко сходить. Давай с уфимской начнем, а потом пойдем далеко. Поэзия — это некий культурный код, который зашит под кожу, да?
Вот что будет с человеком? Если человек будет жить, поэзия будет жить. Также вместе с ним совершенно великолепно, как музыка, как живопись. Потому что люди без этого не могут. Это смысл существования человеческого. Сколько, интересно, лет четверостишие идет «Бычок качается», да? Я думаю, это от наших пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра. Да ладно, куда ж ты так далеко-то пошел? Думаешь, нет? Нет. Сколько? Мне кажется, ты из народа. Илья, вы знаете, сколько лет этому Мне кажется, лет 50. Это авторское, да? Это не Чуковский случайно написал? Я даже не вспомню автора. Мне кажется, это что-то... Или Агния Барто, конечно. Ждет бычок. Вы продолжайте, я пока. Хорошо. Что будет... А как вообще мировая поэзия поживает сейчас? Вот в мире есть какая-то информация за границей? Агния Барто, конечно. С поэтами. За границей? Да, ну вообще поэзия, вот просто фильмы мы видим, Голливуд, бестселлеры читаем. Ну, я думаю, она развивается теми же темпами, что и в России. Везде да. Сейчас, да? Если в советское время Россия чуть-чуть, СССР была немного оторвана, она всегда своим путем шла, то сейчас общемировая тенденция такая, что все больше поэзии переходит в поэтический театр, в поэтический слэм, батлы так называемые, потому что это привлекает аудиторию, привлекает народ. Но, на мой взгляд, поэзия — это нечто интимное. Вот чтобы ты сел в уголке с лампой, укрылся мягким пледом, взял книжечку, ты и полистал, и почитал. Да, ты сейчас серьезно, да? Да, и почитал о себе. Есть люди, которые до сих пор так делают. Да. У меня нет пледа. Я так до сих пор делаю, и прекрасно провожу время. Знаете, это очень язык, делает человеческий язык, разнообразивает, потому что соцсети упрощают язык, когда ты все свое мировоззрение, мироощущение можешь 3 словами, там, ок, норм, да ладно, словами, скобочкой. Скобочкой. Да, и перефразируя знаменитого классика, здесь можно сказать: отупить меня нетрудно, я сам отупливаться рад. Слушайте, Илья, вот вы сказали, что в Москве очень популярны эти поэтические вечера, что приходит огромное количество людей, солдаты. А с чем это связано? Почему в Москве это популярно, и почему это не очень популярно в регионах? Или я ошибаюсь? Или в регионах тоже популярно, просто я адресов не знаю? Я не слышал про Москва очень большой город, и она изначально это центр столицы, туда все стекаются, изначально это центр культуры, и культурная жизнь там проходит по своим каким-то законам. У нас город больше пролетарский, да простят меня слушатели, да, за это слово, больше заводской, и здесь интересуют такие более приземленные вещи. У нас все-таки больше как-то культурной всегда была столицей Петербург, а не Москва. Ну, Москва гораздо более продвинутая в этом плане. Окультурилась. Да. Санкт-Петербург больше как вывеска культурная, российская, да, для иностранцев. Вот сейчас обидно было. Сейчас где-то плачет тихонечко жители Петербурга. Слушай, ну а кого бы ты порекомендовал почитать? Вот что вот сейчас я приду домой, сын скажет: пап, а ты вот кто у тебя сегодня в гостях? Я скажу: был поэт Илья Боровский. А что вот он порекомендовал мне почитать? Вообще не хотел бы что-то рекомендовать. Почему? Потому что, как я уже объяснил, поэзия вещь интимная, и как с любой интимной вещью, она сугубо личная, такая сугубо эмоциональная. И каждый читатель, я считаю, что сам вот должен дойти до своего автора, и поэтому что-то советовать. Вот пусть он сам поищет, опять же загуглит, да, современных поэтов, и для себя что-то найдет. Ну вот у нас все, да, вот Астахова на слуху достаточно много. Что там еще у нас вот есть? Все, я вот Полоскову. Полоскову сегодня Илья мне больше рассказал, никого же даже не знаем. То есть вот эти две женщины, Быков, опять же, поэтессы. Нашла слово. Если начать копаться, то все-таки откапываться. Да. Они так далеко закопались нынче. А Быков — это Дмитрий Быков, Дмитрий Быков. Ну, есть же кто-то еще, наверное. Просто не такой раскрученный, может быть, даже круче, чем Астахова и Полоскова. Если вертеться в этих кругах, то все-таки много знаменитых авторов. Вот я посещаю фестивали, например. Для меня каждый фестиваль — это какое-то открытие. Я всегда каких-то авторов для себя открываю, начинаю их читать. Кто вот в этих фестивалях принимает участие? Для кого они вообще? Фестивали именно авторской песни, поэтические, да? Они нужны, во-первых, самим авторам. Для чего? Потому что у любого автора должна быть аудитория какая-то, публика. То есть это возможность... Короля делает свита, как мы правильно? И автор обязательно должен встречаться со своей аудиторией. Не знаю, как у других. Лично я, когда встречаюсь с читателем, я заряжаюсь энергией. Это дает мне возможность опять что-то писать.
и понимать, что делаю это я не зря, когда есть какая-то обратная связь и отклик. Ну, давайте мы сейчас еще раз предоставим возможность послушать что-нибудь из вашего. Может быть, вы хотите процитировать кого-то из авторов, который вам нравится. Да. Потому что, ну, с поэзией, на самом деле, все вот настолько сейчас далеко от народа. Да нет, я хотел бы вообще затронуть еще одну тему, да? Вечную тему, как написал Пастернак, вот «быть знаменитым некрасиво». Меня, кстати, часто задают, буквально каждый эфир задают этот вопрос. Я думаю, почему вы не ответите на этом эфире? Да. Сам спрошу и сам отвечу. Да, у нас совсем мало времени. Быть знаменитым вообще красиво? Я считаю, что поэт должен быть знаменитым, чтобы его слушали, чтобы его читали. Другое дело, что Пастернак в это вкладывал фразу. Он говорил, что цель-то поэзии там не знаменитость, цель творчества, а цель творчества донести до людей свою правду, да, какую-то свою внутреннюю правду. А если ты остановился в этом развитии, то уже эта знаменитость не считается красивой. Тогда другой вопрос. Как быть знаменитым, но не скатиться в попсу? Вот у нас есть ужасный этот прецедент с Михаилом Булгаковым, да? Когда люди говорят, мое любимое произведение — это «Мастер и Маргарита», хочется убить его этим же романом. Почему? Потому что в большинстве своем «Мастер и Маргарита» сейчас воспринимают именно как что-то такое попсовое про любовь и где-то там про сатану, а про какие-то там, знаешь, социальные вещи никто не видит. И так девочки начитались, вот мы Булгакова любим. То есть Булгаков стал, по сути, попсой. К сожалению. Я его тоже сейчас очень люблю, на самом очень деле. Попсовые вещи стали, и Хармс очень модно говорить. Вы кого читаете? Бродского. Это и Шарфик, тренд времени, да, говорит, как что не стать хочешь попсой? показать себя культурным человеком, скажи, что ты читаешь Бродского. Высоцкий сейчас, да, стал очень попсовым, но он от этого не перестает быть великим поэтом, понимаете? Ну что такое попсовость? Популярность? Что мы в это слово вкладываем? Ну, в нашей стране это слово, конечно, испохабленное, тут можно долго. Вообще популярность... Я ничего не вижу плохого в попсе, если она высокого качества. Абсолютно. Но, извините, Битлз — это легенды поп-музыки, Майкл Джексон — король поп-музыки. Есть, там, 30 секунд есть, что еще может быть? Прочтите что-нибудь, Илья. Нужно быть всегда влюбленным. В солнце, в небо, в человека. Если духом не калека, даже в возрасте преклонном от любви летать и бегать тянет с трепетом и стоном, наполняя сердце негой, на планете многотонной, тоже по уши влюбленный. В солнце, в небо, в человека. Браво, вот браво, Илья Боровский, поэт у нас сегодня в гостях. Спасибо большое. Мы заканчиваем наш эфир. Пока. Всего доброго. Вашим батарейкам. Эхо Москвы в эфире круглосуточно.